Эффективность, производительность повышается, потому что появляются новые продукты, новые модели. Искусственный интеллект позволяет определять с достаточной точностью, где точно нужно бурить. Это уже все сейчас работает. Мы хотим это тоже внедрять. Мы приняли решение о создании отдельной компании. Я хотел бы, чтобы они занимались анализом, что происходит в мире. Если у нас появится такая возможность обеспечить себя полностью энергетикой, особенно зеленой, это будет очень хорошо. Наша компания имеет запас прочности на долгие-долгие годы. Верить в себя, видеть цели, не видеть препятствия для того, чтобы продвигаться вперед. Почему, на ваш взгляд, современное горное производство должно применять искусственный интеллект? Потому что эффективность, производительность повышается, потому что появляются новые продукты, новые модели, которые уже более натренированные, чем ту, которую внедрили мы. Мы сейчас хотим, чтобы когда экскаватор руду зачерпывает, мы уже понимали, какая твердость этой руды, какой величины идет руда. Когда она попадает уже в дробилку, из дробилки выходит на конвейер, сигналы должны подаваться на фабрику о том, как подготовится мельница. В будущем мы хотим уже понять, какой химический анализ сделать этой руды, чтобы настроить уже флотационное отделение. Искусственный интеллект позволяет определять с достаточной точностью, где точно нужно бурить и какие перспективы этого бурения. Это касается геологоразведки. По безопасности производства сейчас уже сегодня есть такие программы, которые по камере могут определять, соблюдается ли, надевает ли человек СИЗы или нет, пристегивается ли он на высоте или нет, соблюдает ли правила безопасности в электрических местах, которые электроопасны. То есть это уже все сейчас работает. Мы хотим это тоже внедрять. У нас есть, безусловно, камеры, которые определяют, но у нас нет пока программного продукта, который может отправить сигнал в правильное место, чтобы можно было отреагировать на это. Мы видим, но это постфактум уже. Видишь, и что ты побежишь тут же говорить. Это можно позвать руководителя и сказать, вот смотрите, у вас не соблюдается. Но мы идем к этому. Как вы отслеживаете вот эти вот новинки, возможности, которые может предложить рынок, допустим, нашей компании? Я общаюсь с людьми, которые в этом вращаются. Я просто предложил этим людям делать анализ этой вселенной и отправлять мне информацию, которая есть в мире, что делается. И сейчас мы приняли решение о создании отдельной компании. Я хотел бы, чтобы они занимались анализом, что происходит в мире. И пока что мы говорим только про наш бизнес, только говорим про горную индустрию, но я в будущем считаю, что не надо зацикливаться только на горной индустрии. Мы можем смотреть и в других областях каких-то, и которые могут быть применены у нас. Но я слышала, что в направлении зеленой энергетики, да, изменилось каким-то образом? Да, но направление зеленой энергетики связано с нашей собственной потребностью. Вот на сегодняшний день у нас потребность в электроэнергии, с учетом особенно предстоящего строительства медзавода, она будет около 550 мегаватт. Это много достаточно. И для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность, у нас есть совместное предприятие, в котором мы имеем контроль, которое занимается гидроэнергетикой. Мы будем смотреть другие возможности, чтобы обеспечить собственную энергобезопасность. Мы также изучаем возможности ветряных станций и также изучаем и другие возможные технологии, которые доступны. И, конечно, если у нас
появится такая возможность обеспечить себя полностью энергетикой, особенно зеленой. Мы в основном смотрим на зеленую энергетику, но это будет очень хорошо. Периодически в СМИ, в том числе международных, публикуются материалы о том, что вот сейчас грядет золотая эра именно для медной сферы. Но почему-то всегда происходят какие-то события, которые эти процессы сдерживают. Что вы на этот счет думаете? Раньше люди думали о том, что существуют суперциклы. То есть медь обычно жила в таких суперциклах, которые длятся 10 лет. Там, с 70 по 80, с 85 по 95, с 2000 по 2008 суперциклы. И всегда говорили, что есть определенный коридор, в рамках которого вот этот суперцикл работает. То есть он не выходил никогда выше определенного значения и ниже. Я помню, что медь стоила $1500, и она доходила до 2,5 и падала. И вот эти суперциклы ходили сначала в этом коридоре. Но этот суперцикл сломался в 2005 году, когда был большой скачок индустриализации в Китае, и очень индустриализации и урбанизации. В Китае порядка 300 миллионов человек переезжали из населенных пунктов, находящихся в сельскохозяйственных районах, в города. Строились новые города, которые требовали значительно большего потребления меди, чем раньше. И произошел огромный скачок тогда, и медь пробила вот этот потолок 2500, и она стала 3000, 4000. И многие аналитики мне говорили о том, что все, это сейчас все становится, опять все идет вниз, суперцикл всегда был, и пробить его невозможно. Но когда мы проанализировали сами, как ведет себя медь на сегодняшний день, мы поняли, что этот суперцикл был возможен. Например, среднее содержание меди всегда было около 3% в мире. Если взять все рудники, посмотреть, среднее было 2,5-3%. Открытые рудники. Если это были подземные, там содержание до 5% доходило. Но когда мы изучили полностью базу мировых рудников, оказалось, что содержание с тех пор снизилось до 0,6, 0,7. То есть, получается, оно упало в несколько раз. И значит, руды надо добывать в несколько раз больше. Себестоимость в несколько раз увеличилась. И если так, то находиться в этом коридоре ценовом невозможно только из-за этого. Потребление меди выросло с тех пор с 15 миллионов тонн годового потребления до 25. Сегодня меди потребляется в мире 25 миллионов тонн. С сегодняшнего дня до 1935 года прогнозируется потребление 50 миллионов тонн. То есть оно удваивается. Содержание снизилось в 2 раза. Инфляция, как вы видите сами, растет каждый год на 10%. Может быть, она не будет расти, но за 10 лет инфляция должна вырасти где-то до 50% от того, что у нас сегодня есть. И посчитайте, сколько должна быть цена на медь, чтобы соответствовать потреблению, себестоимости. Олег Николаевич, как часто вы бываете на Большаколе? Сейчас уже не часто, потому что мне радостно сказать, что Большаколь начал работать очень динамично, очень исправно. У нас есть очень грамотные менеджеры на Большаколе. Я благодарен им за то, что они, во-первых, очень большое внимание уделяют людям, безопасности и наладили производство, которое работает более-менее исправно. Конечно, я смотрю за производством каждый день. Ко мне каждый день приходят сводки с Большаколя, с Актугая, с Восток-Цветмета. И я каждый день смотрю на производственные показатели. Если вдруг что-то идет не так, мы связываемся. У нас есть еженедельные звонки по Актугаю, Большаколю. Потом я вижу отчеты по этим звонкам и регулярно смотрю. Но поездки сюда не так часто уже. Вам приходилось здесь ночевать? О, да. Очень часто приходилось, особенно во время строительства. Я здесь достаточно много времени проводил.
Рекорд, наверное, здесь я провел около 10 дней. Тогда произошел пожар. Я сюда приехал, и я отсюда уже не уезжал, пока мы не нашли решение, что делать дальше, откуда брать оборудование, как транспортировку организовать, установку. Демонтаж надо было сгоревшего оборудования делать. Потом поехали на переговоры с китайцами, тоже было приключение. Ну, тогда этого требовало время и требовали события, которые происходили. Во время запуска мы нанимали опытных специалистов по запуску производства. Называется Operational Readiness Team. Это были все экспаты, которые должны были вместе с теми, кто дальше будет работать на операционке, с местными людьми запустить производство. Я когда слушал эти результаты в офисе в Алмате, картинка была хорошая, все было очень хорошо. Я потом как-то раз говорю, давайте-ка мы проведем совещание на месте. Когда мы начали проходить, я понял, оставалось уже полгода до запуска, а с такими темпами мы бы не запустились. Команда была не готова, люди не натренированы, какие-то блоки производства были не закончены. Мне пришлось 40 человек уволить, набрать новую команду. И уже вместе с этой командой ежедневно отслеживать, что происходит, чтобы к моменту завершения мы могли начать производство. Вот тогда я много времени проводил, конечно. Где вы искали? Это было просто, мы уже начали смотреть в других предприятиях, даже не те, кто ищет работу, а прям переманивать те, кто уже работают. И нам приходилось перекупать практически. Мы буквально говорили, на полгода. Просто возьми отпуск, приедь, полгода поработаешь, вернешься на работу. Сегодня много иностранных специалистов на Бушаколе? В основном это эксперты, которые работают, либо это металлурги, либо это директора фабрик. Джейми Карати, например, здесь у нас работает генеральным директором. Тони работает на Актугае. Немного, если в процентном соотношении речь идет там о 3%, может быть. Но это специалисты с большим опытом, которые могут передать этот опыт нашим специалистам. И самое-то главное, опыт это одно, а второе это построить культуру производства, которая есть на предприятиях мирового класса. И я думаю, наши компании сильно отличаются от других в Казахстане. Даже не только в Казахстане, наверное, на постсоветском пространстве. Я поездил, посмотрел другие предприятия. Нет, они другие. Это больше... Какие другие? Давайте поговорим. Что есть Казминералс с вашей точки зрения? Казминералс – это предприятие мирового класса. Это культура производства, это культура безопасности, это командная работа. Это вот как раз те наши ценности. Это эффективность, долгосрочная перспектива. Все, что в наших ценностях есть, это есть в наших предприятиях. И мне радостно видеть, что у нас молодые специалисты есть. Средний возраст у нас, я думаю, наверное, около 30-35 лет. 35 лет. А на других предприятиях там работают уже зрелые специалисты, которым уже к 60 ближе, и они не готовят замену. Что я наблюдаю, что в других странах, в России, там, в Узбекистане, там нет, что ли, школы. Там вот эта старая школа есть, которая уходит, а новой нет. И там нет специалистов, кто бы мог их готовить. Там нет институтов, которые готовят этих специалистов. А у нас люди приходят и начинают учиться в работе. И мне нравится, что молодежь, она вся, большинство англоговорящие, и могут перенимать мировой опыт, а не то, что осталось из учебников старых лет, что тоже приятно. Я прям чувствую удовлетворение. Когда мы принимали решение о создании Казминералс, мне хотелось, чтобы это было новое предприятие с новыми проектами, с новыми людьми и с новым пониманием. Казахмыс к тому моменту был предприятием, которое начинало свою жизнь в 30-х годах. Все рудники строились по старым технологиям, советским оборудованием. И изменить было бы культуру производства намного труднее, чем взять и построить все сначала. Вот так и получилось. Мы оставили тогда в своем портфеле ВЦМ, который, я думаю, что нам тоже удалось модернизировать и поменять отношение людей к безопасности производства. И построили новые проекты с нуля. И сейчас это предприятие, которое совершенно живет новой жизнью, и я доволен этим.
Как вы сегодня относитесь, когда периодически в СМИ всплывают публикации о том, что предприятие и Казахмыс, и Казминералс, и компанию нужно вернуть государству, что олигархи должны вернуть все народу? Что вы чувствуете, когда читаете такие публикации? Ну, в первую очередь чувствую, что это люди, которые не понимают вообще, как эти предприятия созданы, как они работают. Олигархи, я считаю, это люди, которые получили вот это все добро как-то бесплатно, несправедливо, что они пришли действительно народными силами, все было создано, вложены туда народные деньги, они просто пришли и за копейки забрали и сидят, наживаются на народном добре. Ну, наверное, это было бы справедливое требование. Но опять, я не берусь там политические вещи обсуждать, не мое хобби, так скажем. Но в нашем случае эта лицензия была доступна с 80-х годов. Почему кто-то, тот журналист или кого он называет народом, он говорит народное добро, не пришел и не построил все это? Кто же не давал? То есть мы эту лицензию получили. Она ничего не стоила, потому что, как я раньше упоминал, такого плана месторождения вообще не представляли никакого интереса. Потому что не существовало ни оборудования, ни технологий для того, чтобы такие месторождения можно было отработать. Мы были первые на постсоветском пространстве, которые, во-первых, нашли финансирование. Это финансирование найдено без помощи государства. Я благодарен тому, что нам удалось поехать в Китай вместе с Самруком тогда, вместе с президентом, когда нам дали возможность сделать презентацию. И мы заинтересовали китайских потребителей, китайские банки профинансировать нас для того, чтобы мы смогли поставлять нашу продукцию в Китай. Но больше наша продукция никуда и не может быть продана, потому что Китай потребляет 60% мирового производства всей меди, в всем мире. Мы находимся на границе с Китаем. Других логистических путей продать нашу медь у нас не существует, экономически возможных. И нам удалось, во-первых, привлечь финансирование, во-вторых, мы смогли найти технологии, мы смогли определить оборудование, которым нужно здесь работать, которое в нашей стране и в постсоветских странах вообще не знали, что оно даже вообще существует. Когда мы проектировали технологические цепочки на Большекуле и на Актугае, все специалисты в то время пришли и сказали, что это сумасшествие ставить одну саг-мельницу и две шаровых мельницы и все. Они мне говорили, это нужно разбить как минимум на 6-7 вот таких вот линий, что если одна сломается, другую можно ремонтировать. Миен Халил меня убедил, это генеральный менеджер, который тогда строил этот проект. Он говорил, что для того, чтобы предприятие работало бесперебойно и не бояться, что у тебя что-то сломается, нужно правильно наладить все ремонты. Что-то случилось где-то, пока стоит, пожалуйста, ремонтируй фабрику. То есть нужно обеспечить высокую техническую готовность предприятия. Он говорит, готовьте мельницы так, чтобы они работали как двигатель самолета, и все у вас будет хорошо. И мы были первые на постсоветском пространстве, которые смогли применить абсолютно новую технологию здесь, принципиально новую технологию. И когда ты наберешь деньги, займы, это огромный риск. Мы проинвестировали под $5 миллиардов. Самая большая инвестиция в горно-рудную индустрию за всю историю была. Если мы уберем постсоветское, начиная с 70-го года, мы самую большую инвестицию сделали, $5 миллиардов. Когда люди говорят «народное добро», это же не народ дал эти деньги были заняты в банках. Нашими усилиями это было все построено, нашими людьми, частично те, которые сегодня работают. Пройдя все эти трудности, теперь мы работаем, нам надо эти деньги выплачивать банкам, они еще не выплачены, кстати. Сколько лет еще нужно платить? В зависимости от того, насколько банки будут агрессивные, до 30-го года. Но я пытаюсь это все растянуть чуть-чуть подальше, чтобы у нас была возможность использовать свободный денежный поток для расширения предприятия, для новых проектов. Чем ближе дата погашения, тем меньше денег остается на текущие проекты, которые мы могли бы делать. Ну, еще где-то лет 6, я думаю, надо будет. Человек просто не понимает, что он пишет, это популистские возгласы. Мы делаем свою работу,
правительство видит, что мы делаем, президент знает, что мы делаем. Поэтому мы работаем, мы платим налоги, мы с нашим коллективом применяем все усилия, чтобы предприятие и дальше жило. На протяжении многих лет именно на прямой линии всегда топ-1 вопрос – это про зарплату. Да. Будет ли повышение, допустим, в следующем году и почему так мало? Да, это всегда всегда так. С точки зрения работодателя, какова ваша позиция? Мне очень важно, чтобы люди работали и понимали, что их работа вознаграждается справедливо. И понятно, что все люди ожидают такого отношения, потому что я знаю, что все люди самоотверженно работают, преданно работают. Второе, важно, чтобы люди комфортно себя чувствовали в том экономическом окружении, которое у нас сегодня складывается. Понятно, что инфляция большая, понятно, что иногда официально то, что объявляют власти, не совпадает с тем, что можно в магазинах купить. Поэтому мы не опираемся на официальные данные. Я прошу всех руководителей всех наших предприятий самим проехаться по магазинам и сравнить, как изменились цены с прошлого года на этот год. Мы составляем свою потребительскую корзину, в которую входят не только продукты, это и медикаменты, это и услуги, например, парикмахерская, это и лечение, это и одежда для детей, и школа. То есть там все в этой потребительской корзине. И мы смотрим, как это изменилось с прошлого года. Понятно, что мы не можем повышать зарплату в разных регионах, разным людям, которые живут в разных регионах, повышать им отдельно. Ты живешь в Усть-Каменогорске, тебе столько-то, а ты живешь там в Атырау, тебе столько-то. И у нас, как вы знаете, люди работают из разных регионов. Инфляция совершенно разная везде. Поэтому мы не говорим, что так, в Усть-Каменогорске такая, здесь минимум, зарплату поднимем на минимум. С точки зрения экономики, конечно, это неплохо выглядит. Но с точки зрения справедливости мы так не сделаем. Поэтому мы всегда стараемся какую-то среднюю, посмотреть средний индекс, который мы можем применить, который подойдет и для регионов с самой высокой индексацией, и там, где она меньше. А если говорить не с точки зрения финансов, нередко сотрудники чувствуют потолок в своем развитии, скажем так, в рамках компании. Казалось бы, всего достиг, и сильно не хочешь прощаться с компанией. Что тогда делать? Ну, вот в таких случаях, мне кажется, нужно обратиться к своему руководителю или прийти в HR. Такого потолка можно избежать. То есть ты развиваешься, например, для потолка, наверное, даже у меня нет такого потолка, хотя мне казалось бы, куда еще и что мне неинтересно, я должен уйти. Всегда можно найти возможность роста. Например, если ты считаешь, что ты достиг профессионального потолка, и тебе дальше неинтересно, но уходить не хочешь. У нас уже было такое, если помните, программа была 100 резервистов, когда мы готовили перспективных людей на высокопоставленные должности какие-то. Это тоже, эта программа у нас должна возобновиться. Это те резервисты, которые могут занять в будущем руководящие позиции. У нас открываются, постоянно есть какие-то развития каких-то новых бизнесов. Вот медзавод, например. Люди, которые сегодня работают на фабриках, они могут пройти на руководящие позиции медзавода. Но здесь тоже надо, наверное, обратить внимание, это человек считает, что он достиг потолка, а это нужно посмотреть с точки зрения, считает ли это руководитель, считает ли это HR, а может быть нужно еще какие-то как-то поразвивать этого специалиста. Поэтому здесь только работа с HR должна быть. И люди не должны стесняться этого. Потому что часто люди работают так: все, я достиг потолка, я должен уйти, я буду искать другую работу. Я бы поработал все-таки с руководителем и с HR. И уверяю, что в большинстве случаев есть либо возможность еще развиваться дальше, либо найти какое-то другое применение своим знаниям. Но есть же еще какое-то обывательское мнение о том, что ты должен работать 3-4 года на одной компании и нужно идти дальше. Не поддерживаю. Это абсолютно не работающая штука. Даже более того, я скажу так, когда я смотрю резюме, если я вижу, что там, я их называю попрыгайчики, которые там каждый год новая компания, каждые 3 года, и когда ты начинаешь спрашивать, почему, я там захотел поменять,
Как правило, Новые это они вызовы, не говорят. устроили там, где они работали, что-то сделали не так. То есть для меня это плохой показатель, когда человек часто меняет работу. Если тебе нравится все, если у тебя есть профессиональный рост, а его видно всегда, что ты растешь, я наоборот считаю это позитивно. И менять работу ради чего? Если тебе дали больше зарплату, хорошо. Если тебе нравится, ты хочешь в другой области поработать, тоже понятно. Но когда ты меняешь ради того, чтобы поменять место, не вижу смысла большого. Ну, как правило говорят, это же нужно вызовы себе постоянно ставить. Да мы здесь поставим вызовы, пожалуйста, если нужны. У нас всегда Хорошо. есть вызовы. Зачем и почему Казминерал строит школы, выделяет оборудование для медицинских центров, там, проводит ремонт в каких-то социальных объектах? Ну, мы же живем в обществе, и мы, конечно, считаем себя частью этого общества, и мы хотим, чтобы мы не только гасили свой кредит и заботились о людях, которые работают у нас. Мы в первую очередь хотим, чтобы люди, живущие рядом с нами, почувствовали, что они часть нашего коллектива. Например, в Актугае мы, когда разговариваем с людьми, мы сразу узнаем, что нужно. Там детский садик отремонтировали, школы, создали медицинский центр для того, чтобы люди могли там обслуживаться. На Башикуле мы, когда мы работали с павлодарским акимом, он пришел, говорит, вот мы понимаем, что это не ваше дело, но мы бы хотели, чтобы вы нам набережную облагородили. Вот она уже давно не ремонтировалась, мы просим, мы там поставим ваш логотип, чтобы люди знали, что это вы сделали. Нам, может быть, не так важно, чтобы они знали, нам важно, чтобы мы чувствовали, что наша частичка есть и там. Мы построили бассейн крытый в Павлодаре, мы отремонтировали железнодорожный вокзал, мы очень много сделали в Усть-Каменогорске тоже. Ну, много мы делаем социальных инвестиций, это даже не так, это не инвестиции, это, наверное, социальный вклад в жизнь нашей страны. Когда у нас есть возможность, мы рады это делать. И мы хотим это делать, насколько нам позволяет наша экономика. Но при всем при этом, допустим, когда реализуются такие большие социальные проекты, и не совсем и не всегда в регионах присутствия, у наших работников, проживающих в небольших поселках, возникают вопросы. А почему нет такой же активности, допустим, в том же Жискенте или Усть-Столовке? Как правило, такие большие проекты делаются там, где проживает большое количество людей. У нас, если смотреть нашу страну, у нас население всего 20 миллионов человек. Это не так много, учитывая нашу территорию. И у нас не так много крупных предприятий, которые могут участвовать в социальной жизни больших городов. А для этих городов необходимо поддерживать социальную инфраструктуру тоже. И когда к нам обращаются центральные органы власти или местные органы власти, мы понимаем, что у нас ответственность, как у крупной компании, не только за те населенные пункты, где мы работаем, но также и областные центры, так же, как и наша столица. И нам стоит принять во внимание, что мы должны свою ответственность распространять на все. Там, где большее количество людей проживает, конечно, нужно больше и социальных инвестиций. Но мы стараемся не обходить и людей, которые рядом с нами живут. Вещи, которые нужно, которые мы можем делать, мы это делаем, конечно. Угу. Я вас знаю уже очень много лет и очень рада этому. Я вижу, что вы действительно всегда фонтанируете идеями, какими-то новыми проектами. Как вам удается искать постоянно где-то мотивацию, что-то делать, двигаться, придумывать? Это, знаете, как композиторы есть. Я просто очень редко удается, но недавно мне на глаза попалась передача, которая называется «Ну-ка все вместе». Я видел только один выпуск, но я подумал, надо посмотреть другие, когда будет возможность. И это была передача с участием Игоря Крутого. Ему исполнилось 70 лет.
И Ого. в честь 70-летия устроили вот эту передачу. Это когда непрофессиональные певцы исполняют какие-то песни. Вот они исполняли песни Крутого, а их оценивают 100 человек. И вот они выиграли, там 2 победителя было, и сказали, как приз, Игорь Крутой напишет для вас песню. А это было вот в конце октября, где-то то ли 25 октября, вот только недавно. И вот Игорь Крутой говорит, да, напишу, а когда надо? И они говорят, вот 11 ноября будет какой-то концерт там в Кремлевском дворце, вам надо до 11 написать. Он говорит, ну хорошо, напишу. И подумал, как? Вот ему надо за эти там 2 недели написать песню. Я думаю, как у этого человека в голове столько песен рождается? Наверное, идеи тоже так рождаются, когда ты в бизнесе находишься, вот, и все время к тебе попадают какие-то вещи, и ты думаешь, так, вот это можно с этим как-то сделать. Нет объяснений, просто рождается. Но я думаю, все, кто в бизнесе работают, у них точно так же все. Давайте немножко перейдем непосредственно к вам, как персоне. Как персона. Как персоне, да. Вы не так часто даете интервью. Почему? Не вижу необходимости для этого. Я бы сказал, сколько раз я интервью-то вообще давал? Очень мало. Да, Потому да. что мы анализировали, допустим, ту информацию, которая есть у вас в публичном пространстве. Мы узнали год вашего рождения, мы узнали, что вы родились в Алматы, но это очень скупая такая информация, может быть, вы немножко сами о себе расскажете. Где вы учились, кто ваша семья, сколько у вас детей? Я учился в школе номер 95. Так. Она находилась прямо напротив моего дома. Это было очень здорово. Ее вновь построили, я с 7 класса перешел туда. Я не хотел из старой школы ходить в 8-й. И когда нас насильно перевели, я сначала скучал по друзьям, а потом понял, так это ж через дорогу. Можно было на переменах бегать вообще домой. Опять экономия времени. Экономия времени, и там я друзей приглашал, не буду говорить, сбегать с уроков, но где-то там экономить время. Да, потом я поступил в университет, КАЗГУ, да, и закончил факультет механики и прикладной математики ФМПМ. А по специальности механика сплошных сред – это подводные тела. Ну, в общем, это создание торпед и подводных аппаратов. В общем, такое. А почему тогда вы сделали выбор? Я мечтал стать программистом. Я знал, что это самое такое, наверное, будущее всех перспективное, самое большое будущее будет у программистов. Но тогда это было на заре. Компьютеры были странные. Первые персональные компьютеры только-только появились. А вообще тогда назывались ЭВМ. Это электронные вычислительные машины. Они занимали пространство, наверное, как вот этот весь зал огромный был. Тогда перфоленты были, там диски 7-килограммовые, которые сейчас же CD-шки, которых уже тоже, кстати, нет. А тогда диски там весили несколько килограмм, наверное. А информацию меньше, чем наши телефоны могли записать. Вот я сначала хотел быть программистом, потом понял, что это еще далеко, и у меня не хватало терпения сидеть и ловить ошибки в программах. Мы с моим братом, у меня, кстати, есть брат-близнец, двойняшка, кстати, не близнец, двойняшка. Вот это открытие. Да. Вот мы с ним как раз были в университете, и мы вместе с ним написали программу автоматизация бухгалтерского учета одной компании в Казахстане. И тогда пошла инфляция. Мы сначала договорились, что нам заплатят 35 тысяч рублей, а это на тот момент каждый мог по машине купить. И пока нам их заплатили, инфляция все съела, и мы купили только кроссовки. И больше ничего. Я понял, что да, с такими темпами я на программировании много не заработаю. А желание зарабатывать тогда было. Я думал, так, а что же можно делать? И один преподаватель, который был в университете, я заметил, когда он там ходил, он почему-то всегда ходил в кожаном плаще до пола. И это было такое воплощение какого-то нового бизнеса. Это как раз начало 90-х было. Он преподавал и еще он чем-то преподавал занимался. и чем-то занимался бизнесом. Я так смотрел, вот это вот дяденька, он приезжал на
«Жигули» восьмерки, белый такой, и оттуда выходил в длинном черном кожаном плаще до пола. И он заходил к нам в университет, и я все время смотрел, куда же он пойдет, где он. И он ходил на факультет механики сплошных средств. Да, не факультет, а как назывались у нас, кафедра механики сплошных средств. Я как-то раз подошел к нему, говорю, а чем вы занимаетесь, что вы такое делаете? Вот он говорит, а тебе зачем? Я говорю, ну я вижу, что вы такой как-то вот крутой, и мне бы было интересно. Вот он сказал, что он занимается торговлей металлами. И я говорю, могу вам помочь, может, я вам программу напишу, например. Он говорит, ну давай. И вот я поэтому пошел на этот, как раз на эту кафедру, чтобы он у меня был научным руководителем. И мы с ним познакомились, он меня ввел в эту среду трейдеров. Я начал писать программу. Сначала я должен был как раз-таки разобраться, как все это работает, как пишутся контракты, что такое опционы, всякие встречные опционы, спреды. И я начал разбираться. В тот момент это вообще здесь нигде не было. Я начал искать иностранную литературу, ходить в библиотеки. И когда я все это изучил, я подумал, зачем же я буду писать программу, когда я знаю больше, чем люди, которые торгуют медью. И я у него попросил попробовать несколько контрактов, продать, захеджировать. И он увидел, что получается, и взял меня. Уже не программистом, я стал медным трейдером, познакомился с иностранными компаниями, которые в тот момент уже работали. Познакомился с компанией Mark Rich, которая потом была переименована в Glencore, с другими крупными. Ну и в эту среду вошел и постепенно начал как бы внедряться. И где-то в 1994 году я уже превратился из медного трейдера. Меня пригласили работать на Жускенский ГОК финансовым директором. То есть в 93-м, насколько мне известно, вы закончили университет. Я уже в университете учился параллельно, это уже все было. Я там приходил, сдавал экзамены, я уже практически бросил учебу, так чтобы ходить на лекции. Мой брат отмечался один раз как я, а один раз как он. Очень удобно. Да. Я только приходил сдавать экзамены и все. А так я уже активно начал заниматься торговлей металлами и изучать финансы. Мы уже, поскольку торговали, вот мы с Жискенского ГОКа, с Балхаша продавали медь. К тому моменту один из наших партнеров стал владельцем Жискенского ГОКа, и он меня пригласил работать финансовым директором туда. Так, и теперь давайте расскажем про этот опыт. Что вы там делали? Тогда был такой мой начальник-партнер, такой был Геннадий Зильберберг. Он стал генеральным директором Жискенского ГОКа. Я думаю, что старожилы, кто на Жискенте еще работает с 90-х годов, они помнят, кто такой Геннадий Зильберберг. Вот он меня позвал, и я на Жискенте финдиректором проработал, наверное, года 3. С 94 по 97 год. Я тогда начал изучать горное дело, спускаться в шахты, смотреть фабрику, потому что мне не интересно было только финансами заниматься. Вот, и да, вот так вот я оказался в горной индустрии. Хорошо, тогда какой следующий был этап? Следующий этап у меня был, Жискенский ГОК тогда перекупили наши конкуренты, компания Samsung. А там компанию Samsung представлял Владимир Сергеевич Ким. Они выкупили нас тогда. Естественно, я ушел из Жискента, поскольку пришла новая команда тогда. И я потом подумал, тоже другие партнеры появились, и они говорят, давай банк сделаем. И я тогда создал вместе с ними банк. Я пришел, этот банк был в двухкомнатной квартире в каком-то микрорайоне. Для меня так банк, это было, значит, это должно быть там какое-то здание, да. Люди в галстуках ходят, там деньги, что-то такое. А когда мне сказали банк по этому адресу, я приехал, это была двухкомнатная квартира с решетками на окнах. И я говорю, а где банк-то? Ну вот, мы, говорит, создали. И тогда мы начали раскручивать новый банк. Я его назвал Газпромбанк на тот момент. И в банке я проработал до 2000 года. И в 2000 году наш банк по оборотам стал 3-м в Казахстане.
Он располагался по... Люди, которые ходят сейчас в Алмате, они, наверное, видели здание Панфилова и Комсомольское. Такое старое здание со шпилем наверху. Да. Я уже сейчас, когда прохожу, я даже не знаю, что там находится. Просто это такая ностальгия. Я смотрю на это здание, думаю, да, мы были в этом здании. Это был большой банк к тому моменту. А мы тогда как раз занимались финансированием компаний. Я хотел, чтобы все горнорудные компании могли бы у нас финансироваться. И потом где-то в 2000 году я встретился снова с Владимиром Сергеевичем, потому что мы знали друг друга с начала 90-х, потому что он тогда работал в торговой компании, я тогда работал в торговой. Потом я ушел работать в Жискент, а он тогда начал работать с Казахмысом, и мы все равно пересекались с ним очень много. И вот в 2000 году мы с ним снова встретились, я ему рассказал про то, что работаю в банке теперь, и что мы финансируем компании. И он мне рассказал, что Казахмыс сейчас тоже ищет финансирование. Так родилась идея IPO. Когда мы с ним поговорили, я говорю, давайте подумаем, мы можем выпустить акции на бирже, залистоваться в Лондоне, потому что в Казахстане рынков особо не было. И я говорю, мы тогда сможем привлечь международный капитал, и не надо по банкам будет ходить. Это большие деньги, новые проекты, и это миллиарды долларов, которые позволят Казахмыс превратить в огромную компанию на тот момент. Он поверил в меня, взял меня в Казахмыс тогда. Я там несколько разных должностей занимал, начиная там от советника, потом финдиректор. Потом, когда мы залистовались в Лондоне, я уже стал Chief Executive в 2007 году. Вот так моя карьера выстраивалась. Очень интересно. Вот на самом деле зигзагами, а по сути в одной и той же сфере. Да. А раз уж вы упомянули, что у вас брат-близнец, а где он? Он с вами работает? Он в 1998 году переехал в Америку тогда. Тогда я в то время тоже думал, что надо в Америку приехать, и там я был банкир тогда же, и мне было интересно, как это происходит в Америке, и я почему-то думал, что вот если большие финансы, то это надо в Америке делать. Была такая лотерейная программа для грин-карт, и ты как лотерею выигрываешь грин-карту. Я заполнил, отправил и получил, но я заполнил на себя и на брата. И в 97 году приходит грин-карта на моего брата. Не отказ, я просто не выиграл ничего. И потом я думал, мой брат не знал, что такое грин-карта, не хотел ехать в Америку, я его убедил, что это хорошо. Он программист как раз, мы закончили, я ушел на бизнес, а он продолжил заниматься программированием, он до сих пор этим занимается всю жизнь. И я его убедил уехать в Америку. Вот он уехал и с тех пор там живет. Программирует. Не жалеете, что в свое время не оказались в Америке? А я оказался в Америке. Так. Я потом через год еще раз отправил эту форму и выиграл грин-карту. Так. И уехал в Америку. И как там? Полгода там прожил, и мне там очень не понравилось. Это не мое совершенно. Я понял, что это жизнь потребительская какая-то, это какие-то мало людей, с которыми можно о многом поговорить. Там как-то, на мой взгляд, может быть, я попал в такое общество, они утром просыпаются, где будем обедать, в обед, где будем ужинать, завтрак, где будем завтракать. То есть ты находишься в этом цикле постоянном, и я думаю, нет, я что-то не туда попал, по-моему. И да, я побыл там и уехал обратно в Казахстан, и сдал грин-карту. Где вам комфортно живется? Скажем так, любимая страна бездельничать – это, конечно, Швейцария. Там очень красиво. Если взять все, если взять друзей, бизнес, понимание, как живет страна, конечно, Казахстан. Как часто вам удается встречаться с вашими друзьями? Не часто. К сожалению, не часто. Может быть, раз в году. Раз в год? Да. Если говорить друзей, коллег, наверное, да, я могу их видеть раз несколько месяцев, но если несколько месяцев, но если говорить друзья, которые не связаны с работой, да, с ними очень редко. Жизнь — это не только работа, это, конечно же, семья, любимые какие-то увлечения. Вот что есть ваша жизнь? Из каких составляющих?
Ну, конечно, семья – это очень важно. К сожалению, мне не удавалось, когда вот эти все приключения были с листингом, потом строительство новых проектов было. Я очень много времени отдавал этому. И такое, знаете, я начинаю смотреть, когда люди слишком много посвящают времени в работе, они теряют удовольствие, когда растут их детишки. И когда ты начинаешь думать, надо бы детям посвятить, а им уже это не нужно. Дети уже вырастают, и им уже это не нужно. Я часто вспоминаю такой момент, когда был листинг, у нас родился средний сын, и я уехал в Лондон, они были в Алмате, жили, а я уехал в Лондон и там пробыл вот с этими подготовки к листингу, я провел там 4 месяца, наверное, и потом вернулся, и когда моя жена спускалась по лестнице с моим сыном, я хотел его обнять, и он расплакался, спрятался за маму и спросил, кто этот дядя. И вот это как-то мне запомнилось, то есть он за 4 месяца вырос, а ему было тогда, он только научился ходить, ему было меньше года или год, а я через 4 месяца проехал, он даже меня не узнал. И это, я потом думаю, так что же. Да, и потом, когда опять все это происходило, потом ты приезжаешь, а дети-то выросли уже. И уже, к сожалению, я это время упустил. Но вот, да, надо было все-таки баланс какой-то. А как вы участвуете в их жизни сегодня? Ну, мы общаемся. К счастью, они спрашивают моих советов. Я спрашиваю, чем они живут. Им помогаю, как выбор какой-то делать, когда они хотят этого. Они пытаются интересоваться, что у меня происходит. То есть мы общаемся, мы вместе ездим в отпуск, если мне удается, опять-таки. Вот. Ну, мы хорошо, мне нравится, как сейчас общение есть, но это уже взрослое общение, конечно. Вот уже завершается 25-й год. Каким он был лично для вас и для группы в целом? Ну, 25-й год, наверное, был, знаете, это как, не знаю, насколько это корректно сказать, люди, если слушают Семена Слепакова, немножко нецензурная песня, конечно, но он говорит, вот это был тяжелый год, следующий будет лучше, а следующий был всегда тяжелый. Ну, он был, наверное, ничего экстраординарного не произошло, за исключением, может быть, обсуждений, которые ведутся сегодня в правительстве по поводу увеличения налогов, обсуждения, которые ведутся также по поводу изменения некоторых законодательных актов, которые могут повлиять на финансовое состояние нашей компании. Конечно, инфляция была намного выше, чем в прошлом году. Мы внимательно следим за этим. И как я всегда говорю на нашей прямой линии, что мы очень внимательно относимся не к официальным данным, которые публикуются, а реальной покупательной способности зарплат наших сотрудников. И также, как и в прошлое время, мы точно так же будем анализировать эту ситуацию и в конце года или в начале года будем смотреть, что будем делать с зарплатой, каким образом ее регулировать, повышать, чтобы люди себя комфортно чувствовали. Ну, действительно, новостная повестка этого года в Казахстане, она просто изобиловала всевозможными новшествами, новые штрафы, новые налоги. В целом компания готова уже ко всем этим изменениям? Каким образом ведется эта работа? Мы всегда адаптируемся, мы всегда анализируем, когда какие-то новости появляются на эту тему, мы сразу смотрим, каким образом мы можем это все абсорбировать и как поддерживать доходность компании на уровне, который позволяет нам дальше работать стабильно. Мы готовы к этому. Понятно, что эти трудности приводят к дополнительной работе, но мы готовы. Компания будет стабильно работать, несмотря на все эти новшества. В целом, какие у вас ожидания от следующего, наступающего 2026 года? Он должен быть лучше. Мы всегда надеемся на лучшее. Я уверен, что следующий год у нас должен быть стабильный, несмотря на то, что у нас сегодня самая такая, наверное, большая проблема – это то, что у нас происходит снижение содержания меди в руде по всем рудникам. Понятно, что это вызывает рост себестоимости.
Понятно, что это требует оптимизации расходов, это требует подхода наших технологов. И вот сегодня мы работаем со всеми технологами. Я всех прошу, что если содержание падает, значит нам надо увеличить объем производства. Если объем производства растет, значит себестоимость растет. Нам надо думать о том, какая себестоимость, каким образом ее удерживать. И это, наверное, основная задача на будущее. Она непростая, но я надеюсь, что на ближайшие несколько лет она нам по силам. Также мы работаем по геологоразведке, по обнаружению новых месторождений, которые позволят компании дальше увеличивать свое производство, дальше расти, чтобы она могла стабильно работать на долгие годы вперед. Но у нас в группе происходят какие-то все равно изменения. Там, допустим, на Высшей у нас появляется новый генеральный директор. На Восток-Цветмете происходят изменения. Можете немножко рассказать про эти события? Я думаю, это всегда происходит, потому что компания, она меняется, правильно? Это такая динамическая структура, невозможно все высечь с камня и оставить это навсегда. Конечно, мне очень жаль, что Джейми Карати уходит. Это очень хороший специалист, талантливый руководитель. Мне нравится, что у него такая манера руководства делиться опытом, делиться своим мнением, такой весь открытый, вокруг себя собирает людей. Мне очень нравится, как он работает. Но он выбрал себе развитие своей карьеры дальше. Сейчас мы ведем работу по поиску нового генерального директора. Уверен, что этот человек будет тоже талантливый. Башикуль останется таким же, каким он и был, а может еще и лучше будет, даже точно будет лучше. Понятно, что, как я говорил, в связи с тем, что у нас себестоимость растет, в связи с уменьшением содержания меди в руде, с увеличением стоимости электроэнергии, с увеличением зарплат, потому что инфляция есть. В общем, большое давление на себестоимость оказывают внешние факторы. Но, несмотря на это, мы стараемся минимизировать влияние этих факторов на качество работы людей. Понятно, что на Востоке это давно уже у нас происходит. Мы думаем об оптимизации, мы думаем, каким образом нам увеличить производительность работ. Но это скажем так, на людей, которые работают в шахтах, никакое влияние не окажет. У нас есть, можно не переживать. И можно на эту тему не переживать. Там вопрос встает только о том, например, у нас очень много вакансий есть. Вот если посмотрим на штатное расписание ВЦМ, там есть вакансии, на которые набирают людей. Вот мы смотрим, каким образом в первую очередь сократить эти вакансии и распределить функции, которые принадлежат этим вакансиям над уже существующих работников. Ну и смотрим, как оптимизировать административный состав. В основном это будет касаться этого всего. По работникам мы не рассматриваем это. Отлично. В примере с Джейми Карати вы сказали, что это человек, который любит делиться опытом и так далее. Насколько вы любите делиться и с кем? И есть ли человек, который делится этим опытом с вами, то есть является для вас, скажем так, наставником? Джейми Карати, это просто раз мы коснулись его, что он уходит. Я скажу, у нас все руководители, которые у нас работают, мне очень нравится, как они это делают. И Джон, и так скажем, и Ильсур Усманович у нас очень хорошо работает. И Ильяс Валерьевич, он тоже переживает за людей. Я вижу, как он окружает себя. Не тот на Актугае. Я тоже считаю, что он такой очень яркий менеджер, который создает такую семейную атмосферу. Я знаю, когда приезжаю туда, люди вокруг него, когда принимают новых людей, он сам, как генеральный директор, встречается, представляет компанию, общается с местными органами, где мы работаем, с людьми. То есть люди, все, которые у нас работают, они обладают такими качествами солнечными, я бы так назвал, освещают, создают теплую атмосферу. Мне очень нравится это все. Считаете ли вы себя таким человеком? Хотелось бы считать, я тоже хотел бы это делать, но у меня немножко задача другая. Видите, когда генеральные директора работают на месте, их окружает большее количество людей. Понятно, что я общаюсь в основном только с менеджерами.
Понятно, что я приезжаю на предприятие, мне очень важно послушать, что говорят люди, посмотреть, в каких условиях они работают, и рассказать людям, а что мы дальше собираемся делать. Я это делаю, безусловно. Ну, вы спросили по поводу ментора, есть ли у меня кто-то влияет. Конечно, есть. И он у меня уже давно есть и до сих пор остается. Это Владимир Сергеевич Ким. Я регулярно с ним встречаюсь, я говорю, что происходит. Он делится своим мнением, как он видит, как компания должна развиваться. Мы очень много говорим о стратегических вопросах. И да, он остается моим ментором, как и раньше. Ну и завершить хотелось бы разговор вашими советами, пожеланиями, которые бы вы хотели адресовать нашим коллегам. Не обязательно просто в преддверии Нового года, а вообще, что бы вы хотели им сказать? А вы знаете, вы сказали про Новый год, а я сразу подумал, помните фильм «Чародей» такой был? Помню. В советское время, и там, по-моему, Александр Абдулов, когда он проходил через стену, и там было таких 3 пункта, говорит, верить в себя, видеть цели, не видеть препятствия для того, чтобы продвигаться вперед. Вот, наверное, это пожелание я бы хотел адресовать нашим коллегам. Мы будем работать стабильно, наша компания имеет запас прочности на долгие-долгие годы, и всем нашим коллегам я пожелал бы, чтобы они верили в себя, не видели препятствия, видели свою цель и двигались вперед. Это касается не только работы, это касается личного развития, карьерного развития и всего, что окружает, всего, что в их жизни происходит. Я думаю, вот это самое важное. Особенно нашим молодым ребятам, которые приходят на работу, я думаю, что это возможность роста и развития для них. Спасибо вам. Спасибо. Это был интересный разговор. Спасибо большое. Ну, собственно, мы закончили. Да, супер.